Здравствуйте, ребята! Начинаем урок. Проверьте, готовы ли к уроку ваши учебные принадлежности и настройтесь на работу. Тему сегодняшнего урока мы узнаем чуть позже, но думаю, вы уже догадываетесь, что сегодня на уроке мы проверим и оценим, насколько хорошо вы усвоили материал прошлых уроков. Вспомним основные свойства вещества, находящегося в жидком состоянии. Узнаем, что такое поверхностное натяжение. Найдем примеры проявления поверхностных свойств жидкости в окружающем нас мире. Будем воспитывать в себе аккуратность и внимательность экспериментаторов. На прошлых уроках, ребята, мы с вами изучали основные понятия и закономерности молекулярно-кинетической теории и термодинамики. И сегодня пришло время повторить их и проверить, хорошо ли мы усвоили материал предыдущих занятий. Для начала подготовим таблицу ответов. Внимательно посмотрите на экран и перечертите в тетрадь представленную там таблицу. Она поможет нам быстро и аккуратно записывать ответы к вопросам. Внимательно слушайте задания и строго выполняйте указания к записи ответа каждому из вопросов. Итак, начнем. Задание первое. Сопоставьте описание свойств вещества в одном из агрегатных состояний с названием этого состояния. Ответ запишите в формате буква состояния вещества, номер описания свойств состояния, например, А3. О каком состоянии вещества, А газообразном, Б жидком или В твердом идет речь в описаниях? Первое. Сохраняются форма и объем. Расстояние между молекулами примерно равно размерам молекул. Силы притяжения между молекулами гораздо больше силы отталкивания. Характер движения молекул – колебательное движение у положения равновесия. Второе описание. Сохраняется объем, но не форма. Расстояние между молекулами соизмеримо с размерами молекул. Силы притяжения между молекулами примерно равны силам отталкивания. Характерное свойство – текучесть. Третье описание. Не сохраняются ни форма, ни объем. Расстояние между молекулами гораздо больше размеров молекул. Силы отталкивания между молекулами гораздо больше сил притяжения. Характер движения молекул – беспорядочное движение с большими скоростями. А теперь рассмотрим графики изопроцессов и подберем к каждому из графиков соответствующее ему название. Ответ запишите в формате номер графика, буква соответствующего ему названия. Например, 1Б. Внимательно прочитайте утверждения из задания номер 3 и определите их достоверность. Выпишите в бланк ответа в строку номер 3 только достоверные утверждения, например, 1, 3, 5. Утверждение первое. При изотермическом процессе, если увеличивается давление газа, то и объем увеличивается. Утверждение номер 2. При изобарном процессе с увеличением температуры газ расширяется. Утверждение номер 3. При изохорном процессе с повышением давления газ охлаждается. Четвертое утверждение. Если при изотермическом процессе давление газа увеличить в 2 раза,
то объем газа в 2 раза уменьшится. Утверждение номер 5. Если при изобарном процессе объем газа увеличился в 3 раза, то его температура в 3 раза уменьшилась. И последнее, 6-е утверждение в этом вопросе. Если при изохорном процессе температура газа увеличилась в 1,5 раза, то и давление увеличилось в 1,5 раза. Внимательно рассмотрите рисунки, приведенные на слайде с заданием номер 4, и выпишите в строку номер 4 бланка ответов номер ряда, первый или второй, в котором приведены только примеры различных видов теплопередачи. Колбу с водой, температура которой плюс 5 градусов Цельсия, нагревают 2 способами. Первый раз на электрической плите, а второй с помощью мощной электрической лампы. В каком из случаев основным источником передачи тепла является излучение? Запишите номер верного ответа в строке номер 5. 6-е задание. В сосуд аккуратно налили, не перемешивая, медный купорос и воду. Сначала сосуд поместили в холодильник, а затем переставили на электрическую плиту. Что произойдет со скоростью диффузии? Внимательно прочитайте и выберите из списка верный ответ. А теперь задача. Вам нужно постараться решить ее очень быстро и желательно устно. Будьте внимательны. При обработке алюминиевой детали массой 0,5 кг на станке ее температура повысилась от 25 до 425 градусов Цельсия. Насколько при этом увеличилась внутренняя энергия детали? Удельная теплоемкость алюминия равна 920 джоулям на килограмм градус Цельсия. Вспомните формулу. Посчитайте, найдите и запишите в строку ответов верный. Внимательно рассмотрите таблицы удельных теплот сгорания некоторых видов топлива и продуктов питания. Какие вещества в первой и во второй таблицах обладают одинаковой теплотворной способностью? В строке номер 8 запишите название пары этих веществ, например, порох, шоколад. И еще одна задача. Внимательно послушайте ее условия и, воспользовавшись подсказками, формулами на доске, решите ее. При вычислениях можете использовать простой калькулятор. Рассчитайте массу М2 воды, которую можно было бы нагреть на дельта Т 100 градусов Цельсия, использовав выделившуюся при сгорании М1 0,2 кг Кока-Колы теплоту. Удельная теплоемкость воды 4200 джоулей на килограмм градус Цельсия. Удельная теплота сгорания Кока-Колы Q малая 0,17 умноженная на 10 в 7 степени джоулей на килограмм. Посмотрите подсказки.
Выведите рабочую формулу, подставьте в нее значение и решите задачу. Полученный ответ запишите в строке номер 9 таблицы. Десятое задание. Внимательно прочитайте предложение и заполните пропуск, записав формулу и название вещества, о котором идет речь. В результате сгорания топлива углерод, содержащийся в нем, соединяется с кислородом воздуха. В результате образуется, допишите вещество, и выделяется энергия. Продолжим урок. Как вы думаете, что объединяет все фотографии и заставки к нему? Конечно, они связаны с вопросом, который мы будем изучать сегодня. На фотографиях мы видим разные жидкости, а точнее их поверхности. Итак, тема сегодняшнего урока – поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. Давайте вспомним основные свойства вещества, находящегося в жидком состоянии. Жидкости сохраняют свой объем, но легко меняют форму, принимая форму сосуда, текучие и плохо сжимаемы. Расстояние между молекулами соизмеримо с размерами молекул. В расположении молекул характерен ближний порядок. Молекулы совершают колебательные движения у положения равновесия и перескоки, а скорость диффузии в жидкости меньше, чем в газах, но больше, чем в твердых телах. Продолжим изучение свойств жидкостей, но сначала перенесемся к водоему. Посмотрим, как поживают там насекомые-водомерки. Внимательно посмотрите видеофрагмент и попробуйте объяснить, что вы наблюдаете. Водомерка – скользящая по водной глади. Стальная игла, покоящаяся на поверхности воды в стакане, капельки ртути и капельки росы. Подумайте, ребята, и попытайтесь ответить, что общего между этими фотографиями. Думаю, что вы догадались, что в каждом из приведенных примеров мы имеем дело с очень интересным явлением, связанным со свойствами поверхности жидкости. Вы, конечно, помните, что между молекулами жидкости существуют силы взаимного притяжения, которые удерживают частицы на расстояниях, соизмеримых с размерами самих молекул. Внутри жидкости каждую молекулу окружают соседки молекулы. В результате сила притяжения, действующая на данную частицу, со всех сторон уравновешиваются. Молекулы жидкости, которые расположены на поверхности, с одной стороны притягиваются к молекулам нижних слоев, а с другой стороны к молекулам вещества, которое граничит с поверхностью. В нашем опыте это воздух. Конечно, притяжение частиц жидкости между собой в этом случае значительно превышает притяжение их с молекулами воздуха. Возникает равнодействующая сила, направленная вниз. В результате поверхность жидкости стремится стянуться,
под действием этих сил. Этот эффект приводит к возникновению силы поверхностного натяжения, которая действует вдоль поверхности жидкости и вызывает образование на ней подобие невидимой, тонкой и упругой пленки. Интересно, насколько велика сила поверхностного натяжения? В ходе следующего эксперимента попробуем ответить на этот вопрос. Для опыта понадобится проволочный каркас с нитью посередине. Его можно изготовить из проволоки, которая найдется дома. Только не забудьте спросить разрешения у старших. Сосуд с мыльным раствором, острая палочка или спичка и клеенка для того, чтобы застелить рабочий стол, а также точность выполнения инструкций, аккуратность и внимательность. Приступим. Погрузите каркас в сосуд с мыльным раствором. Аккуратно прокалите образовавшуюся пленку палочкой под нитью. Что вы наблюдаете? Заметили? Свободно висевшая до этого нить натянулась под действием мыльной пленки, причем достаточно заметно. А теперь попробуйте потянуть за кончик нити, аккуратно растягивая пленку. Вы видите? Под действием внешней силы удается немного изменить поверхность пленки, потому что она довольно упругая. Мы экспериментально познакомились с силами поверхностного натяжения. А теперь запишем. Поверхностное натяжение – это стремление жидкости сократить свою свободную поверхность на границе раздела двух сред. Силами поверхностного натяжения называют силы, действующие по касательной к поверхности жидкости и стремящиеся сократить эту поверхность. Ребята, попробуйте объяснить, почему мыльный раствор легко превратить в пленку с помощью каркаса, а чистую воду нет. Догадались? Конечно. Дело здесь в различии поверхностных свойств у различных жидкостей. Эти свойства принято описывать с помощью специальной физической величины – коэффициента поверхностного натяжения. Давайте запомним и запишем. Коэффициент поверхностного натяжения сигма численно равен силе, действующей на единицу длины поверхности жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения обозначается греческой буквой сигма, определяется по формуле сигма равно F, деленное на L, и измеряется в ньютонах на метр. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения? Вы уже догадались, что он зависит от природы жидкости, ее температуры и наличия примесей. Например, примесей, уменьшающих поверхностное натяжение. Их еще называют поверхностно-активными веществами – мыла или порошка. Коэффициенты поверхностного натяжения различных жидкостей посчитаны и занесены в специальную таблицу. Теперь мы с вами можем легко объяснить отличие в форме капель молока, воды, растительного масла, ртути и других жидкостей разными коэффициентами поверхностного натяжения и понимаем, что коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора меньше, чем у чистой воды, поэтому совершить работу по отделению одного слоя мыльного раствора от другого легко. С проявлением сил поверхностного натяжения мы встречаемся постоянно. Они помогают нам дозировать лекарства, причесывать кисточку для акварели, выдувать елочные игрушки. Регулируя силу поверхностного натяжения, мы можем решать многие хозяйственные задачи, например, отстирать белье или покрасить стену.
Знакомый нам клоп-водомерка тоже использует силу поверхностного натяжения, скользя по воде, словно по твердой поверхности. Мы продолжим разговор о свойствах жидкостей на следующем уроке. А теперь настало время проверить результаты нашей работы. В первом задании буквы состояний и номера описаний свойств вещества распределены так: А3, Б2, В1. Во втором задании график номер 1 – это изотерма, график номер 2 – изобара, а номер 3 – изохора. Утверждения 1, 3 и 5 ошибочны. Значит, в строку бланка ответов вы записали номера 2, 4 и 6. Различные виды теплопередачи приведены в строке номер 2. Это и есть верный ответ. В задании номер 5 верный ответ – ответ номер 2. Когда мы ставим сосуд в холодильник, скорость движения частиц вещества уменьшается, а когда на плиту – увеличивается. Верный ответ – ответ номер 1. При решении 7-й задачи вспоминаем формулу для расчета количества теплоты при нагревании. Q равно C m T2 минус T1. Подставляем данные задачи в формулу и находим, что оно составляет 184 тысячи джоулей. Согласно справочным данным, одинаковые теплотворные свойства и значение удельной теплоты сгорания имеют следующие пары веществ: порох – картофель, мед – водород, природный газ – чипсы. Если аккуратно использовать все формулы подсказки для вывода рабочей, а затем внимательно произвести расчеты, то мы узнаем, что масса нагретой воды равна 0,81 килограмма. В результате сгорания топлива выделяется углекислый газ. Его химическая формула СО2. Вот как выглядит таблица ответов у тех, кто очень хорошо освоил материал предыдущих уроков. А теперь оценки за урок. 5 получают те из вас, ребята, кто верно ответил на все вопросы работы. Отлично, молодцы. Если вы ошиблись в одном задании, то сегодня получаете 4. Хорошо. Если в 2, 3 или 4 заданиях допущены ошибки, то у вас оценка 3, удовлетворительно. Однако придется еще раз повторить материал, который вызвал затруднения. А теперь вспомним самые важные моменты урока. Сегодня мы узнали, что проявление сил взаимодействия между молекулами приводит к возникновению поверхностного натяжения жидкостей. Сила поверхностного натяжения направлена по касательной к поверхности жидкости и стремится сократить эту поверхность так, чтобы ее площадь была минимальной. Коэффициент поверхностного натяжения зависит от свойств жидкости, температуры, а также наличия примесей. С проявлением поверхностных свойств жидкости мы часто встречаемся в окружающем нас мире и можем самостоятельно изучать эти свойства. Мы очень хорошо поработали сегодня, многое узнали и многое вспомнили. А теперь пора отдохнуть. Урок окончен. Спасибо за работу на уроке и до следующей встречи.